Буквально только что закончился третий день заседания, второй день, на котором мы присутствовали, и где были допрошены свидетели, непосредственные свидетели убийства Зелимхана Хангашвили, русским террористом, присланным Путиным и его бандой, убийство чеченского диссидента, патриота, гражданина Чеченской Республики Ичкерии и Грузии, патриота Грузии и Ичкерии Зелимхана Хангашвили. Сегодня утром, ранее, девушка, прогуливающая в парке, девушка была в качестве свидетеля допрошена. Последним, вторым сегодня был допрошен мужчина, англоязычный мужчина, который с переводчиком рассказал подробно, как он видел, уже лежащего после выстрела в спину, лежащего Зелимхан Хангашвили. Убийца сделал выстрел в голову, и он об этом сразу же сообщил в полицию. Разбиралась для того, чтобы это все было сохранено. К сожалению, в зале суда нельзя вести фото-видеосъемку, поэтому как только мы оттуда выходим, мы сразу же будем сообщать вам, чтобы это сохранилось и для истории, и чтобы все знали, как русские террористы убивают за границей своих политических оппонентов. Сегодняшний свидетель, мужчина, рассказал, что, как и предыдущие свидетели, вчерашние, рассказал, что киллер был в парике, его лицо было закрашено специальным мейк-апом, как он это выразился, делая его немного смуглым, этого террориста. Волосы, парик, который на нем был, он был явно виден, что это парик. Сразу это бросалось в глаза, что волосы неестественные. Он подъехал на велосипеде, с велосипеда произвел выстрел в спину, потом бросил велосипед, подошел и уже с близкого расстояния, уже лежащего лицом на земле, Зелимхану выстрелил в голову 1 или 2 раза. Пистолет был с глушителем, маленький, небольшой компактный пистолет с большим толстым глушителем. После этого киллер сел на велосипед и уехал. Этот пистолет он засунул обратно в сумку. У него была сумка темного цвета, рюкзак такой, как школьный рюкзак, он говорит. И засунул этот пистолет туда и уехал обратно. Уехал в направлении вот этого непосредственного свидетеля. Вот он так и ехал, так он и поехал. Что еще можно добавить? Можно сказать, что допрос свидетеля был очень скрупулезный. Мне нравится, как происходит судебное разбирательство. Судьи, прокуроры, федеральный прокурор, представитель федерального прокурора, судьи очень кропотливо, скрупулезно, все детали, все вопросы задаются, хотя уже все очевидно, все известно. И вчера, и сегодня свидетели говорили, что узнать практически, опознать было очень сложно. Например, сегодняшний свидетель сказал, что по телосложению там 20-30 лет было этому человеку. Он это сразу же сказал на суде. И сегодня его спросили, почему вы сказали, что ему 20 или 30 лет. Как известно, киллеру около 50 лет. И свидетель сказал, что лицо разобрать было очень трудно. Лицо было замазано вот этим мейкапом, гримом. В парике он был, но он такой подтянутый, и по его телосложению казалось, что это молодой человек. Видимо, на это было рассчитано, для этого и маскировался человек, чтобы его нельзя было определить, кто он и что он. Следующие допросы будут дальше
полицейскими, непосредственно кто задержал, ну и так далее, и мы будем больше узнавать информации, поэтому не забегая вперед, не давая каких-то своих умозаключений по этому поводу, мы, конечно, будем поэтапно, потихонечку выкладывать. Все эти видео связаны с этим судом по убийству русским террористом Зелимхана Хангашвили. Будет в отдельном плейлисте на моем канале Реалити. Суд над русским террористом, так я его и назову, этот плейлист, где мы потом сможем подробно разбирать все. Ну и чтобы это осталось в архивах, в памяти, чтобы это осталось, чтобы мы могли, чтобы потом нам не говорили, что это был не русский террорист, что это был не теракт и так далее. В принципе, на этом все. Следующее судебное заседание состоится 3 ноября этого года, 2020 года, тоже в 9 часов. Обращаюсь ко всем, кто хочет прийти. Из-за коронавируса много людей в зал не запускают, в том числе зрителей. И так очень много было в зале. И пресса была, и потерпевшая сторона, родственницы Зелимхана Хангашвили. Ну и, конечно же, усиленная охрана, как я уже говорил ранее. Очень большое количество полицейских и судебных приставов. Нохчк лерсу, нохчк и суд штит маит. Зелимхан Хангашвили шидуа эрвалил вац, шин ахш дохш лелла вац, из нохчик ом дуа вайпа чанюхи президента нюхи вайтан лел қахаган сагу ах цун динаг вайн ханна тикачишу хуз хамел венег политически убох швекшаш дац и шу хамел дахнаша шу Зелимхан сан болнах хагандол қадуи цер Зелимхан ол политически на самом деле и сан хабахкан ашдола вай штаи ишячун вай даха это диз вай цабарт больш санохчик амдуй гражданское общество воюй таган халық 4 сентября Хангашвили вин халач киллер вай берлинир қичанара вай нохчик энте цац провокатор қайқам бичана меркели администрация халгадаган дайттар вай цухена إذا جو غاف در специально меркель قيريتش ويك دويتش هينسا إكيل رحلات سوديا ششون تشوا عش ويرشون إبيوخم أتكلت كي تشوا ماسكا يوغان حاجات سياحش تشوا حدولي وي تعبرت بوي كجناح قبش وي دوي أرداتشون وي شودو قرداتشون وي قيرو ما داتشون وي نوخشي دو دايا وي غازو تعدوشون ويدال مقلا ديل نوقع دوشون إزيل مغاما شاويل شولتياتو نيغا تنخلر بحنا إشاويل شولتيها تغاز قشن زي ديش وشوني تاق تو ديش دول زي وي سمس دا ديز وي دقيق دا ديز وي إدا وي يشوشون سندل إدا ديز وي обязательном порядке حدول تريتي و расписание أسقوص ريشون سي يوتيوب канал تاخر ريشوني январь 2021 года кашчалс и суд хирёш юшун қитайши тайши хетевете тайши судебное заседание хилиша юшун цигдаха диз чуцадита эра дахиттан вай дуйгайта диз юагайцалу чун маск юага хилишу тах қи нис эрвал меттак бачун хиншу эрцадола хиншу цадага هور судебное заседание حدوش عيرن استلج حاويان صح صدقلوش كإلغنا خيربو إزرش كاتيق لاتديش دوي und elcha yuga bo zel mach shidu alella wat zelen way qom du way mach du alellu del shidu alel ta tsushi sadadella azne ta qawaya delshi ihum قيريتsa бош дадadi что قير هما دات абсолютно قير وي تاهم دات وي هم لچش دات وي تاهم ديش دات وي دي وي اردل وي داش دات تاهم قدنيان شو وي ارن شور بايش ديل ريس خول مسرنا دال اتو بويل مسيره
دال دال طولة مشول والدام أزغاسقي بيوخ مستخشان بيوخ أكوبانشان بيقم بويل دال هلك بويلش دال تانت إبوال بيش بوي قزع بيش تتع بيش دال تانت قيمة دين أتسان توغيل تغاسقي تو ويدوشلو تو بيوخ شمش ساني السلام عليكم عديكوال مش أويل